إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Дорогие верующие, сегодня наша проповедь о путешествии души после смерти, или можно его назвать первое мгновение после смерти. Хадис Сахих аль-Джами приводится, дорогие верующие, хадис очень длинный. Хадис Барра бин Азиба, достоверный хадис. В хадисе говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, дорогие верующие: «Инналь абдаль му'мина ида кана фи инкитаа' мин ад-дунья وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كان وجوههم شمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجوا إلى مغفرة من الله ورضوانه فتخرجوا». Итак, дорогие верующие, расскажем его на более понятном языке, потому что большинство не понимает в этом центре арабский язык. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Барра бин Азиба приводится, достоверный хадис. Сообщается, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а это значит, что пророк Мухаммад рассказывает о сокровенном, о невидимом, о том, что мы не можем видеть, дорогие верующие. Поистине, когда верующий раб Аллаха расстается с мирской жизнью и находится на пороге жизни будущей, к нему спускаются с неба ангелы со светлыми, точно солнцем, то есть подобие солнца. Лицами они приносят с собой саван, то есть подобие солнца лицами. Они приносят с собой саван и благовоний из рая и садятся неподалеку от него. Затем к нему подходит ангел смерти, усаживается его изголовье и говорит он: «О чистая душа, выходи навстречу прощению и благосклонности Аллаха». И она покидает его тело, подобно тому, как капля вытекает из горлышка сосуда. Она покидает его тело, подобно тому, как капля вытекает из горлышка сосуда. Ангел смерти прибирает эту душу. И после этого проходит мгновенное око, как другие ангелы, не оставляя ее у него в руках, и принимает ее и облекает в тот саван с благовониями. То есть, как мы сказали, остальные ангелы ждут со стороны, пока ангел смерти вытащит душу из человека. Из каждой клетки, из каждого органа вытаскивается душа. Как в других версиях хадисов приводится, дорогие верующие, когда ангел смерти приходит близко к человеку. И душа начинает бегать в теле человека. Не хочет она выходить. Представляете, душа человека старается побольше остаться. Однако ангел смерти его вытаскивает. Другие ангелы, которые пришли с саваном из рая, они ждут, дорогие верующие. Представьте каждый сам себя. Представьте его положение перед ангелом смерти. Итак, она покидает его тело, подобно тому, как капля вытекает из горлышка. Чего сосуда подобие этому, дорогие верующие? Ангел смерти прибирает эту душу. И после этого не проходит и мгновение ока, как другие ангелы, не оставляя ее у ангела смерти в руках, не оставляя. Принимает ее и облекает тот саван, то есть кафан называется на арабском языке. Облекает тот саван с благовониями, которые они пришли из рая. Ангелы. После этого душа начинает благоухать, словно испуская самый прекрасный аромат мускуса. Это кому, дорогие верующие? Для единобожника, для мусульманина, который только можно найти на земле. Затем ангелы возносят души на небеса. Поднимаются ангелы с этой душой. Небеса к Аллаху. Аллах, субхану ва та'аля, над небесами, над троном, дорогие верующие. И Аллах говорит посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, о положении ситуации души. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, узнает от Аллаха это знание. После этого душа начинает благоухать, словно испуская самый прекрасный аромат мускуса.
которую только можно найти на земле. Затем ангелы возносят душу на небеса, к Аллаху. И они не минуют сонмы ангелов, чтобы те не спрашивали. То есть толпа, джамаат ангелов в небесах спрашивают, что это за душа? Салам дают этой душе ангелы, в других версиях. Чья это прекрасная душа, спрашивают они. Им отвечают, такого-то сына, такого-то. Они называют его самыми прекрасными именами, самыми лучшими именами, которыми называли его на этой земле. Такого-то сына, такого-то сына. Представляете, если у вас отвратительные имена, если человек был коммунистом или, скажем, неверующим, если он был, его плохие имена, да еще. Такого-то сына, такого-то сына. Они называют его самыми красивыми именами, которыми его звали при жизни. Наконец они добираются до первого неба и просят открыть врата небес. Просят открыть врата небес ангелам. И врата открывается. Ангелы каждого неба провожают душу до следующего неба. Представляете, как сопровождение идет? Пока она не достигает седьмого неба. Тогда великий всемогущий Аллах говорит: впишите весть о моем рабе в верховьях рая. Филь-Иллиин называется. Верховья рая. Иллиин имеется в виду так же, как свитки, то есть имеется в виду скрижали, то, что пишется. И имена праведных рабов записаны в раю. На высоких местах, на обширных больших местах записаны. Особым записью написано у Аллаха. Или места обитателей рая. И верните моего раба, и пишите весть о моем рабе в верховье рая, Иллиюн. И верните моего раба на землю, ибо я создал их из нее. Субханаллах. Обратно возвращается душа человека в землю, дорогие верующие. Впишите, и записан он небесных Иллиюн, небесных скрижалях, дорогие верующие. Моего раба, то есть Аллах говорит дальше: и верните моего раба на землю, ибо я создал их из нее. Человек создан из земли. И в нее же их возвращу. Обратно душу Аллах возвращает в землю, в плоть человека. Из нее их изведу еще раз. И заново воскреснут люди из этой же земли. То есть останется копчик. Останется копчик, человек станет полностью прахом. Кости человека, плоть человека станут прахом. Останется маленький копчик. Это как флешка маленькая, и в нем есть информация полностью про человека. То есть у Аллаха есть информация. И его душу возвращает на землю. Затем к нему приходят два ангела. Когда уже мы похоронили человека, уже в то время приходят два ангела, дорогие верующие. Представьте себе свое положение, каждый человек. И его душу возвращает на землю. Затем к нему приходят два ангела, которые усаживают его и спрашивают его: кто твой Господь? Усуль саляса. Три основы, дорогой верующий. Кто твой Господь, тебя спрашивает ангел Мункер и Накир. Сказано, что они будут темные, синими глазами. Сказано в другой версии: один черный, другой темно-синий. Два ангела. Они будут спрашивать, поднимая голос, страшным голосом: кто твой Господь? И мы ответим или нет? Мы узнали своего Господа. Мы узнали его именами, атрибутами. Мы узнали действие Господа. Кто твой Господь? Он отвечает: тот, кто в могиле. Мой Господь Аллах. Они спрашивают: какова твоя религия? Теперь ангелы спрашивают в могиле. Он отвечает: моя религия ислам. Покорность одному Аллаху, следуя за пророком Мухаммадом саллаллаху салям. Моя религия ислам. Покорность. Дин не будет, если ты не действуешь по этой религии. Он отвечает: моя религия ислам. Они снова спрашивают третий вопрос: что за человек был послан к вам? Последний, кто вам был послан? Пророком, посланником. И за кем следуют люди сегодня? За тиранами? За артистами? За кем следуют? За пророком? Как ты себя вел, так ты ответишь, дорогой верующий. И он отвечает: это был посланник Аллаха. Они спрашивают: как же ты поступил тогда? Поступки твои.
Люди говорят, я верю. Не хватает верить. Ты вышел просто из безбожья. Ты дальше должен действовать соответственно. Как же ты поступил, спрашивает ангел. Он отвечает, я читал книгу Аллаха, уверовал в него и был верен тому. То есть верен этой книге, Коране и Сунне. Тогда голос небес возвещает. Голос небес, это Аллах говорит. Правдив мой раб. Расстелите для него райское ложе, скажет Аллах. Оденьте его в райские наряды. Оденьте его в райские наряды. Откройте для него врата в рай. Ему приносят райские милости и благоухания. И его могила расширяется. Его могила расширяется до просторов, сколько охватывает его взор, который только может объять его взор. Затем пред ним предстанет мужчина с прекрасным ликом, восхитительным одеянием, благоухающий приятным ароматом, и говорит он: я сообщу тебе нечто, что обрадует тебя. Этот день был обещан тебе. Верующий спрашивает: кто же ты? Спрашивает он. Умерший, верующий, единобожник спрашивает: кто же ты? Твой лик, лик того, кто несет добро, он спрашивает, говорит ему. Тот отвечает: я твои благодеяния, я твои поступки, я твое убеждение, я твое поклонение, я твое поведение. И мусульманин должен быть примером, чтобы люди спаслись эти сложные времена, дорогие верующие. Мусульманин должен быть примером. Тогда он скажет: Господь мой, ускорь наступление часа. Господь мой, ускорь наступление часа, чтобы я смог вернуться к моей семье и вновь обрести свое богатство. И поистине, когда неверный раб Аллаха, неверующий, кафир, мушрик его называют еще, золим, притеснитель, грешник, тиран, ихнее положение послушайте. Разных версий пришло, как неверующий, как пришло грешник, фасик, фаджир. Посмотрите, вы делаете большие грехи или нет. Оставляйте большие грехи ради Аллаха. Помогите этой религии. Вернитесь к Аллаху, его посланнику, дорогие верующие. К его религии пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Расстается с мирской жизнью неверующий, находится на пороге жизни будущей. К нему спускаются с неба ангелы с черными лицами, которые приносят с собой дерюгу, то есть противный кафан или саван, и садятся неподалеку от него. Затем к нему подходит ангел смерти и усаживается у его изголовья. И говорит он, ангел смерти, Малакуль Маут. Его не называют Азраиль, это сочиненная версия. Малакуль Маут его зовут ангел смерти. Затем к нему подходит ангел смерти, усаживается у его изголовья и говорит: о скверная душа, говорит ангел смерти, выходи навстречу гневу и негодованию Аллаха. И тогда душа неверного расползается неверная душа по его телу, то есть бегает по его телу. Не хочет он выходить, дорогой верующий. Изначально душа боится, его положение он не знает. Но когда в другом версии говорится, что ангел смерти приходит к верующему единобожнику, праведному человеку в прекрасном облике, а неверующему нечестивцу приходит в ужасном облике ангел смерти. Поэтому, дорогие верующие, чтобы к вам пришел ангел смерти, к нам, чтобы пришел ангел смерти в прекрасном облике, ведите себя правильно, покоряйтесь Аллаху, следуйте за пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, и тогда все прекрасно будет. Итак, дорогой верующий,
И тогда душа неверного, когда говорит ангел смерти: о скверная душа, выходи навстречу гневу и негодованию Аллаха. И тогда душа неверного расползается по его телу, и ангел смерти вырывает ее, подобно тому, как вертель с зубцами вырывает из мокрой шерсти. Из мокрой шерсти. Ангел смерти приобретает его, забирает, и не приходит даже в мгновение ока, как другие ангелы, не оставляя ее у него в руках, забирает ее и облекает в дерюгу, которую они пронесли с собой. И она начинает извергать самое скверное зловоние. Неверующий человек, грешник, большой грешник большими грехами. От него пахнет зловоние очень сильно. Затем ангелы поднимаются с ней в небо, и они не минуют сонмы ангелов. Толпы ангелов не проходят, чтобы те не вопрощали, не говоря уже такие слова. Чья это скверная душа? Ты делал большие грехи. Ты задумайся теперь. Я из больших, то есть я большой грешник или маленький грешник? Я мушрик, кафир или нет? Задумайся. Узнай свое положение, дорогой верующий. Это встреча каждого человека. После пророчества Мухаммада нам сообщил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, об этом, дорогие верующие. Чья это скверная душа? Им отвечает: такого-то сына, такого-то. Они называют его самыми позорными именами, которым его звали при жизни. Когда они добираются до первого неба и просят открыть врата, они не отворяются для него. Не отворяется для него. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, прочел аят из Корана: не откроются пред ними врата небесные. Не откроется. Ла туфаттаху абвабу ссама. Не откроется перед ними, то есть небесные врата. Тогда великий всемогущий Аллах скажет: впишите весть о нем в сиджин, то есть адских обитателей, список. Входит он адских обитателей, дорогой верующий. Сиджин. Что находится в земле нижайшей? Ангелы швыряют ее душу на землю. Ее возвращают в его тело обратно. Не доходит он, до Аллаха не доходит. И ангелы, когда в другом версии говорится, поднимается в небеса, говорят, как противно прахнет от него. Он забил своей вонью, зловонью забил он эти небеса. Ангелы его презирают. И спрашивает его после этого, как его возвращает. Затем к нему приходят два ангела, которые усаживают его и спрашивают, возвращает душу, не доходит он до Аллаха, возвращает обратно эту душу, свою могилу, свое тело. И усаживает, приходят два ангела, Мункер и Накир, усаживают этого человека, как мы до этого говорили. Кто твой Господь, его спрашивает. Он бормочет, не знает он, как ответить. Не узнал он своего Господа миров, не узнал он Аллаха. Не узнавал он Аллаха через его имена, атрибуты, через его действия, через его Коран и Сунну, дорогой верующий. Я не знаю, он скажет. Они спрашивают, какова твоя религия? Опять он бормочет. Я не знаю, он говорит. Не знаю. Он не знает свою религию. Он не знает Аллаха. Не знает намаз, не знает пост, не знает хадж, не знает борьбу на пути Аллаха. Как нужно защищать свою религию, он не знает. Не знает он Коран и Сунну, необходимости, которую нужно знать мусульманину. Он спрашивает, какова твоя религия? Он говорит, бормоча, я не знаю. Они снова спрашивают у него, что это был за человек, который был послан к вам. Кто был послан последний из пророков? Он бормочет, кричит он, мучается он, не может ответить он. Я не знаю. Тогда глаз небес возвещает. Солгал мой раб. Господь говорит, солгал мой раб. Расстелите для него огненные ложи, валь-иязу билляхи, и откройте для него врата в ад. Для обитателей рая Аллах открывает врата в рай из могилы. И он будет наслаждаться раем, кушает райское, одевает райское, будучи в могиле. И так тут говорится, солгал мой раб, расстелите для него огненные ложи, откройте для него врата в ад. К нему поступает адский жар, и огненный ветер самум,
и его могила сужается. Настолько, что его ребра перемешиваются, входят друг друга в ребра. Мучается мучением. Могила его сжимает до такой степени. Не как мать сжимает своего ребенка, а как тиски зажимает полностью. И затем перед ним предстает мужчина. Перед ним станет кто? Мужчина с отвратительным ликом, в омерзительном одеянии, от которого исходит гнилой запах, и говорит он: «Я сообщу тебе нечто, что огорчит тебя. Этот день был обещан тебе». То есть, этот день в могиле нам был обещан, дорогие верующие. Мы хотим быть из верующих, единобожников, праведников, или хотим быть грешниками, неверующими хотим быть. У грешника свое наказание, у неверующего хуже наказание. Быть может, грешнику Аллах простит, дорогие верующие. И мы не знаем, не можем говорить за грешника, что он зашел в ад или ему будет мучение. Не можем говорить, мы не знаем сокровенно. Мы должны говорить о своих братьях мусульман хорошее, как посланник Аллаха сказал в хадисе: говорите хорошее о ваших мертвых. Удкуру махасина маутакум. Говорите красивое, хорошее то, что они оставили, чтобы и другие делали такое хорошее. Итак, я сообщу тебе нечто, что огорчит тебе, сказал. Этот день был тебе обещан. Тот спрашивает его: кто ты? С ним в могиле будет. Лик твой несет зло. Он скажет: я твои скверные деяния. Его деяние с ним живет в могиле. А он восклицает: Господь мой, не позволяй часу настать. То есть теперь он кричит и просит Аллаха, чтобы судный день не настал, еще страшнее будет. Дорогие верующие, итак, посланник, саллаллаху салям, не оставил нас, не приготовил, не сообща нам то, что произойдет в будущем. Он сообщил нам, пророк, саллаллаху салям, о прошлом. Сообщил нам, как были праведники и как нужно вести себя праведную жизнь. И как были противники Аллаха и их пророков. То есть Аллах и его пророки были на истинном пути. И до сих пор, дорогие верующие, путь остался, пока мы живы. Испытание продолжается. Этот хадис достоверно передали многие сборника, дорогие верующие. И шейх Албани собрал много версий и разъясняет более подробно разными версиями, дорогие верующие. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. الحمد لله له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهدي السبيل. Дорогой верующий, мусульманин должен понимать, что он оставляет за собой. Какой след он оставляет за собой мусульманин? Мусульманин должен стараться быть самым лучшим, быть наверху, быть лучше. Почему? Аль-исламу я'лу ва ла ю'ля алейхи, как мы до этого говорили. Ислам возвышает, дорогой верующий. Почему ты унижаешься? Ислам возвышает, и ислам тоже возвышает. Ислам закаляет, дорогой верующий. Ислам закаляет, если ты будешь следовать за исламом. Ислам – это религия всех пророков, как мы до этого говорили, дорогие верующие. Поэтому мы не должны обольщаться этим миром. Этот мир мы должны зарабатывать. Однако этот мир должен быть в наших руках, но не в наших сердцах. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, что этот мир, ему нету цены перед Аллахом. То, что крыло комара мизерное является перед Аллахом, и этот мир хуже перед Аллахом, дорогие верующие, чем сам крыло комара. Поэтому, когда мы бегаем за этим миром, забывая нашу религию, мы унижаемся. Но когда мы бегаем, имеется в виду, требуем нашу религию, эту религию мы развиваем, тогда за нами будет бегать, иншаллах, этот мир, дорогие верующие. Прошу Аллаха, субхану ва та'аля, дорогие верующие, красивыми именами Аллаха, красивыми атрибутами Аллаха, чтобы Аллах простил нас всех, чтобы Аллах помиловал нас всех. Прошу Аллаха, субхану ва та'аля, чтобы Аллах дал нам понимание нашей религии. Прошу Аллаха, субхану ва та'аля, чтобы Аллах нас вернул в лоно ислама должным образом. Прошу Аллаха, субхану ва та'аля, дорогие верующие, помиловать того, кто построил эту мечеть, мечеть Садака, нашего брата доктора Аднан Кивана.
Прошу Аллаха, также построивший мечеть Салям в центре, помилуй доктора Аднан Кивана. Пусть Аллах помилует его за его труды. Пусть Аллах простит его. Пусть Аллах сделает его из обитателей рая. Пусть Аллах сделает нас всех, дорогие верующие, из обитателей рая. Пусть Аллах сделает нас всех из обитателей Фирдоус аль-А'ля, дорогие верующие. Прошу Аллаха, субхану ва та'аля, дорогие верующие, дать нам праведное наследство, чтобы наши дети были праведными наследниками, дорогие верующие. Чтобы они были носителями ислама. Чтобы они были примером для ислама мусульман. Чтобы они были примером для иноверцев, для других народов. Просим Аллаха, субхану ва та'аля, дорогие верующие, помощи этой религии. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أنت أقم الصلاة.